ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В январе 2018 года в стране происходил сбор подписей в поддержку кандидатов в президенты Российской Федерации. В Ухте через некоторое время стали ходить слухи о том, что бюджетникам на работе рекомендуют сходить по определенному адресу и расписаться. Чуть ли не автобусами свозят, а вдобавок к этому пофамильные списки в приказном порядке. 2 февраля жительница Ухтинского района, еще недавно работавшая в Ухта-Горзеленхозе, поделилась информацией. 9 января нам звонят в рабочее время, причем не предупредив заранее, что надо паспорт. Мы говорим, что большинства нет паспортов, значит, у кого были паспорта, нас загрузили после обеда на автобус и туда вот на Чебьюскую, 15 вроде или 13, деревянный будинок. Вот. На второй день, оказывается, нас вот, я взяла на всякий случай паспорт, как бы не думала, что все пойдет вот так. Получается, что встречаем коллег со спецавтодора, тоже второй партией привезли их туда. Те, кто умудрился в первую партию сбежать, все равно привезли. И чуть ли не в приказном порядке, вот, чтобы ставить подписи за... А вообще звучало, что а если я вот не хочу, не пойду? Я высказала свое мнение начальнику участка. Она говорит, ничего не знаю, якобы сверху сказали. А звучало, что если ты там этого не сделаешь, то что будет? Нет, именно такого не звучало. Сказали надо и все, в приказном порядке. Дом на Чебьюской – это деревянное здание, где располагаются офисы разных организаций. Находится оно прямо напротив администрации города, через дорогу. В 10-х числах января 2018 года, как только стали ходить слухи об автобусах с бюджетниками, телекомпания ГСП обратилась за комментарием к заму мэра Елене Ермолиной. Она курирует политические аспекты работы. У нее мы и спросили: сотрудники администрации и подотчетных ей организаций в том или ином виде давали ли указания людям ставить подписи? Вы же сами понимаете, что администрация никакого муниципалитета, никакого предприятия или еще чего-либо-то не имеет права кого-либо куда-то тянуть и к чему-либо призывать. Да? Поэтому мой ответ совершенно очевиден, да, о том, что никто никого никуда не имеет права призывать. В связи с этим это право было реализовано, да? Никого никуда не тянуло. Екатерина Агаркова рассказывает, что в декабре 2017 года на предприятиях пригласили в отдел кадров с паспортами, где зачем-то сверяли данные. В январе уже в доме на Чебьюской их ждали пофамильные списки. Тех, кто в прошлом месяце болел или отсутствовал, сейчас вносили вручную. В устной форме пришедшим пояснили, что подпись с указанием даты они ставят в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина.